Thank you, Vladimir. Now, Mr. Torobayev, followed by Akdak Recep from Turkey. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, на территории Центральной Азии расположены многочисленные урановые и химические хвостохранилища, содержащие значительные объемы высокотоксичных урановых и других крайне опасных отходов. Состояние некоторых урановых хвостохранилищ значительно ухудшилось после закрытия производств. Имеющие риски значительно возрастают. В целом существует реальный риск возникновения серьезной катастрофы для населенных пунктов и трансграничных рек, расположенных вблизи хвостохранилищ. А также есть угроза для Ферганской долины с населением 12 миллионов человек. Кыргызская республика в сотрудничестве с заинтересованными странами и ключевыми международными партнерами работает над поиском эффективных мер для предотвращения угрожающей катастрофы. Кыргызская республика в вопрос экологии в целом и хвостохранилищ в частности неоднократно был обозначен в качестве одной из важных приоритетов в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и страна инициировала предложение о принятии Генеральной Ассамблеи ООН специальной резолюции по проблемам уранового наследия в Центральной Азии и получила полную поддержку мирового сообщества. В 2017 году Кыргызская республика вновь выступила с инициативой обновления резолюции Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Роль международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии» с тем, чтобы выйти на новый этап. Состоялись ряд международных форумов высокого уровня по проблемам урановых хвостохранилищ в Центральной Азии. Данная проблема поднималась на сессии «Технические опасности от снижения рисков к восстановлению» в рамках 3-й Всемирной конференции ООН. Уважаемые коллеги, масштабы и риски, связанные с проблемой урановых хвостохранилищ, требуют ее перевода в плоскость практических действий. Кыргызская республика и другие страны СНГ, принимая во внимание угрозы возможных природных или техногенных катастроф и глобальные последствия для жизни и здоровья людей, в рамках принятых ими международных обязательств в 2013 году утвердили межгосударственную целевую программу под названием «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». В связи с этим вопросы координации и консолидации усилий стран региона и других заинтересованных государств нуждаются в дополнительном обсуждении и выработке рекомендаций на предстоящие годы в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Уважаемые коллеги Ассамблеи, Кыргызская республика надеется, что благодаря усиленному вниманию международного сообщества к данным проблемам удастся предотвратить экологические риски регионального масштаба, риски гуманитарного кризиса, обеспечить устойчивое развитие стран региона Центральной Азии и предотвратить риски использования радиоактивных отходов в целях экстремизма и терроризма. Благодарю за внимание.